Ребят, нашел 2 боровика. Идеально чистые они. Давайте напополам покажу. Многие воспринимают его как поганка. Я тоже осторожный, как бы. Если сомневаюсь, я грибы не беру. Ну вот, решил попробовать, попробовали. Понравилось, тоже сейчас собираю уже сколько лет. Ну, короче, нету тут их. Должны быть на... Я их не нашел. Там лисички пару штук видел. Мелкие, я даже не стал останавливаться. Я ни одну штуку не взял. А здесь вот еще вот грузди должны были быть. Но выхода нету. Нема. И в этом месте от сторону отошел от массы, где я набирал этих волнушек. А здесь уже вообще нету грибов. Так что не везде грибы растут. Дальше не пойду. Сейчас обратно вернусь чуть стороной. Кружок такой сделаю. И выйду на дорогу. Дальше, чтобы сходить. Вон, смотрите, какой луговой белый гриб. В принципе, хороший. Вон. Возьму. Может, на жареху наберу. Вот. Так. Чуть правее возьму. Ух ты. Там что? Неужели путник? Ну да. Ха. Это съедобный гриб. Возле пня так и подумаю, что это поганка, но это, ребят, хороший гриб. Вон. Слизью он так. О. Видите? Вот, слизь. Вкусный гриб, между прочим. Ну, мы называем путник, не знаю, как по-русски потом называете. Вот, вон он. Такой тоненький. Навіть такой тоненький. И слизью, вон он. Слизи море. На выход какой-то вот не такой большой. Первый гриб-то этот нашел. Но он вкусный гриб. Да. Опа. Ничего себе. Что-то в этом году запоздало все. Ладно. Так. Опа. Этот нам плохой, блядь. Крошится, большие крошатся потом. Тоненькие какие-то, непонятные. А, вон они грузди, ребят. Раньше выход был, вон. Вон. Наткнулся наконец-то. Чуть в стороне, оказывается, они были. Их много было. Сухие грузди. Вон. Большой выход, вон. Такие кучки, вон он. Под мхом. Гниет. Вон. Вот смотрите. С ножками гниют. А то все мне пишут, ножки надо брать, там, чтобы грибница тем не погибла. Вон. Миллиарды грибов с ножками гниют. Перестаньте уже мне это писать. Что ножки надо брать там, чтобы грибница не погибла, там еще бред какой-то несут, блядь. Никогда от этого грибница не погибнет. Бесконечная война у грибников, блин.
Ребят, нашел 2 боровика. Идеально чистые они. Давайте напополам покажу. Взял с ножками. Сейчас мне много раз писали, какую-то икру из грибов делают из ножек. Если наберу большое количество грибов, то, как сказать, в интернете гляну, как все это делается, и можно попробовать сделать, приготовить. Да. Смотрите, ребят. Прям ни одного червя, даже следа нету. Гриб хороший. Возьмем. Ножки тоже буду брать. Попробуем, что получится из этих ножек. Но они чистые сейчас, вообще жесть. Смотрите красоту. Вот это да. Тут лисички должны быть. В этом месте они. Есть такой небольшой участок, но что-то и мелких даже. А, вон он, ребят, нашел. Вот. Вон он. Да. Я уж думал, не найду. Нашел. Вон он. Красивый такой. Это надо резать. Я ведро оставил, там по пути обратно буду брать. Далеко. Туда-сюда таскать не стал уже. Вон еще. Вот. Как будто левее было. А они здесь оказались. Этого дерева вроде не было. Это в этом году или... Да, наверное, в эту зиму он свалилось. Сейчас еще туда схожу. Мало в этом году лисичек. Совсем мало. Смотри. Да. Тут я пол ведра обычно набираю. Дальше идти бесполезно. Там такого места особого и нету. Так. Ладно, там, наверное, десяток наберется, и еще больше нет. Еще рыжик один. В сырых местах они есть. Без ведра они тоже будут крошиться. Вон там тоже. Вон. Это надо с ведром сюда идти. Видели? Буквально прошел там. Вон еще. Так кругом идти. Вон. Рыжики-пыжики. В прошлом году очень много этих рыжиков было, очень. Прям я ведро набрал, потом перестал собирать. Больше, говорю, мне не надо.
Там были до хрена. Тулан куда-то опять ушел. Приходит так ненадолго и уходит. Большой круг у него, очень далеко ходит. Просто нож. Сейчас сам затачивал на наждачке. Вроде режет так. Рыбу тищу. Грибы собираю. Вон еще один. Целый пакет уже я набрал грибов. Прям до хрена этих. Сейчас еще в одно место схожу и еще в таких сырых местах еще пособираю. Боровики надо еще посмотреть. Вдруг найду. Сейчас пару грибов таких найдешь. И знаешь, очень большие и без червей. Чисто мясо там, блин, грибное. Не летнее, которое вот полно червей там. А именно чистый гриб. Все чисто. Так что посолим. Посолим в этом году грибы. Много для хранения собирать, конечно, не стану, потому что ни хрена я не умею хранить. Соли, не соли, все равно у меня как-то банки взрываются. От чего? И вроде соль достаточно добавляю. Прям соленая. Как бы перед употреблением предварительно приходится замачивать. Соли очень много. Хороший. Вот за этим я и пришел. Хотел найти, нашел. Вообще здорово. В сторону уже хотел по другой тропинке идти, но этот гриб меня ждал. Спасибо, тайга. Не знаю, может всего в этом году и не удастся больше такие собирать. Но этот гнилой, он почернел уже и мягкий. А второй хороший. Лисички. Всегда без червей.
Мясистые такие они. Очень грязные. Некоторые. Да, это не буду брать. Вон там еще есть. Я, короче, сходил в избу, попил чай и выгрузился. Как бы пустое ведро, пустой пакет снова у меня. Ну и рюкзак еще взял. Сейчас еще схожу подальше. Боровики еще поищу. В одно место схожу. Тут несколько участков таких, где, возможно, еще я наберу от этих лисичек. Ну и кроме этого еще есть место, где грузди должны быть. Вон они. О, красавцы. Чистые они всегда. Постоянно. Черви в нем не живут. Вон там еще. Блин, да тут очень много их, оказывается. Ой. Вон они. Ой, здесь плохие. Так. Семейство такое, блин. И там, ё-моё, лисий рай какой-то я попал, вон. Да я тут ведро наберу, но... Ой, вместо этого лучше попались бы мне какой-нибудь для соления грибы. Ладно, придется пособирать. Там еще кругом грибы, короче. Вон они. Вот и рыжики появились. Немного. А других грибов и нету. Только вот они и есть. Какие-то водянистые. Понятно. Нет. Что-то похоже, как будто он попал под заморозок. А это что такое? Да, это как груздно объели полностью его мышиного. Тут, короче, лисички еще у меня. Да, вон еще.
Тут, оказывается, сухие грузди тоже надо. Ух, рай, лисичий рай вон там. На этот участок я знаю. Целенаправленно я пришел сюда, вон. Их много тут. Каждый раз, каждый год на одном и том же месте. Вон. Красиво. Буду собирать. Самые крупные наберу. Там еще, наверное, где-то второй участок был. Еще одно место я знаю. Туда надо еще сходить. Чуть-чуть тоже, наверное, подморозило их. Мясистый гриб этот. Эти лисички. Прям под зубами чувствуешь, когда кусаешь. Не разваривается ничего. Многие воспринимают его как поганка. Я тоже осторожный, как бы. Если сомневаюсь, я грибы не беру. Ну вот, решил попробовать, попробовали. Понравилось, тоже сейчас собираю уже сколько лет. Но опята еще я ни разу не пробовал. Именно вот, чтобы я сам собирал. А вот, ну, блин, магазинские это уже совсем другое. Я не видел, что там собирали. Ну, написано это опята. Значит, опята. Может, под этим названием скрывается что-то, какой-нибудь другой гриб. Вот. Пол ведра уже почти. Вон. Вот так. Основное я взял. Тут еще небольшой участок вроде как. Не искать не стану. Сейчас пройду для соления. Посмотрю вот в этом пяточке. Потому что место такое вот. Сорный лес. Трава также. Красноголовик. Большой. Вроде нормальный. О, какой-то вот. Ножки синие какие-то. Сам-то хороший, оказывается. Очень даже неплохой. Да, буду брать. Вот сюда нам пакет. Пока может пригодится там еще. Дальше схожу. Буду чисто пакет собирать. Так. В общем, красноголовик и на жаркое уже я набрал. Дальше рыжиков набрал. Лисички-то есть. И, ну да, и рыжики еще для соления. Ту-ру-ру. Вот еще. Я и смотрю, где-то должны быть еще. Вон он, участок небольшой.
Прям куча. Куча они. Ну, раз природа дает, возьмем. Кушаем. Деликатесы. Ну вот, ребят, смотрите, сколько я набрал. Тут и лисички, и эти волнушки. Дальше красноголовик есть. Ну, почти 10 литров. Где-то 9 литров уже. 8 литров. 8 литров я уже набрал. Здесь я оставляю. Вот тут. Прямо вот здесь оставляю. И пойду примерно минут 20 идти до соснового бора. Там с ягель, сосновый бор. Может удастся пособирать бруснику и грибы, ну что попадет. Я в основном сейчас уже прошел, где мог собрать лисичек, и в надежде еще в поисках я был, чтобы найти грузди, но, к сожалению, их нету. Вот на обратном пути еще такой кружок сделаю тут в ельнике. Еще может так этих рыжиков я наберу. А сейчас просто пакет возьму, рюкзак и да, и почесали на ягоде участок. Не знаю сколько время, но что-то резко такое, как сказать, ну как будто уже вечереет. Не знаю, может 3 часа уже. Надо было, когда выходил... А, подожди, у меня же телефон, смартфон есть, ё-моё. Что-то я гадаю, думаю. Фотографию делаю на смартфон. В Телеграме будет фотография. Всегда в описании у меня телеграм-канал я оставляю. 14 часов 12 минут. 16 сентября. 14 часов. Ну, я и говорю, уже около 3. Ладно, через 3 часа уже начнет темнеть. Надо сходить еще. Первый маховик, ребят. Ха, чистый. Вот это гриб. Это хороший гриб. Для сушки вообще огонь. Ну вот, ребят, дошел. Вижу бруснику. Немного и мелкие. По пути нашел один гриб. Короче, буду бродить по этому бору. Посмотрим, что-то есть или нету. Хочется найти мне еще боровиков. Ну и бруснику хотя бы пару литров набрать. Гуляю как по парку. На улице потеплело жестко. Я в кофте. Или я быстро шел. Что-то я вообще спотел. Ничего нету. Ну, брусничные кусты вот такие встречаются. Вон они, в принципе, крупные. Ну и мелкие, всяко разные тоже. Но чтобы вот встать и собирать, пока ничего нету. Да, она уже созрела. Вкусная уже. Ну, хоть бор поснимаю. Тоже хорошо. А то целый день сегодня, целый день я ходил по ельнику, такому лесу, где дальние расстояния вообще ничего не видно. Густой лес. Кустарники, густой лес.
А здесь хорошо все видно. Тропинки вот. Тропинки-то натоптанные, блин. Не-то грибники, не-то, знаете, вот может быть даже и чернику тут собирали, ходили. Потому что здоровые тропинки. Все грибы замерзли. Вот эти хорошие тоже грибы я показывал вам, собирал. Мы солили, тоже салаты делали. 2 раза, наверное, получилось сделать. Такое количество набрал. И все. Вот видите, как красивый лес тут. Брусника так местами. Кустов 10. Вот тут тоже такие островки. А даже это не брусника, а брусника совсем мелкая. Но она это из-за того, что здесь на возвышенности, и она влаги не хватило, она не смогла вырасти большой, крупной. Может, сорт такой. Так. Ладно, куда пойдет тропинка, туда я схожу. Тут, ребят, боровая птица есть. Это как будто похоже на куропатку. Или же глухарька тут. Похоже на глухарьку. 3 линии. Не крупная. У глухаря крупнее. Ну, тулан тоже бродит, вон он. Спокойно. Ни взлетов, ничего я не слышал тоже. За сегодняшний день только видел партия уток. Летела. Большая партия уток. И все. Красноголовик. Попробуем. Шляпка, конечно, уже тоже. Она плохая. Вот так. Остатки черники. Но уже не скажу, что она вкусная. Безвкусная она уже становится. Но много. Сижу, отдыхаю. Я уже круговую прошел. Сейчас обратно уже на свою тропинку встану. Тут еще небольшой участок. После пожара был. Еще там пройду. Но ничего нету. Ничего нету, и брусники как-то совсем очень мало. Очень мало, и не такая она сладкая, как в других местах. Ладно, что поделаешь. Самое главное, прошли, проверили. Не будет уже меня сюда тянуть, чтобы собрать что-либо. Черники много видно было, а вот брусники вообще нету. Ну, мало. Для птиц только. А чтобы вот для сбора, я не люблю в таких местах ковыряться. Я люблю оптом взять и все. Или же вот, скажем, целенаправленно ты пришел, вот именно вот собрать 5 литров. Кровь из носа ты собираешь по несколько кустиков. Собираешь, и ты набираешь это 5 литров. А я сюда проверкой пришел. Если бы я нашел такой вот хороший участок, я бы набрал. А так, ковыряться не стану. А гриба вообще нету, даже старых выходов нету. По пути только один маховик нашел и все. Еще один красноголовик там гнилой. Даже гнилых нету, и выхода не было, и вообще ничего нету. Вот, какие разные бары. Вот
До обеда я где собрал, вот я показывал там хоть немножко, но я набрал, а здесь вообще их нет. Вот так. Сломанное дерево. Вот такой пенек, вот смотрите. От напора снега она придавила. На корню он хорошо стоит. Дерево-то хорошее. Дерево хорошее именно, что он живое дерево было. А вот снегом придавило и сломало. Это зимой, наверное. Тулан активно ходит, ищет там, бегает на тишина. Короче, ребят, я еще минут 5 так посижу спокойно и дальше пойдем. Кишкан. Мой кишкан. Тулан. Тулан. Мой кишкан. Снова я нырнул в ельник. Я уже направляюсь в сторону избы. Еще так поброжу. Ну вот уже с ведром. Поброжу я еще немножко и хватит. Такое чувство, как будто тут кто-то собирал. Прошелся, вот это у меня второй гриб. И то в яме. Со стороны не видно. Случайно я попал. Ух ё. Ничего себе. То тут я не перейду. Нормально. Ух ты. Тут семейство небольшое. Малюсенькие такие. Ха, она не. 2 копейки. 2 копейки. Да, долго искал. Долго искал. Думал, уже все. Сегодня уже ничего не найду. Зигзагами хожу. Небольшой участок тут. Осталось недалеко уже до избы. Еще один. Вот такой хруст приятный, так ломаешь, как будто ломается, я не знаю. Вон он, красавчик.